Куда столько напокупал, хрен знает. Приезжаем на Зимник, на официальную дорогу поедем. Все, открываем. Сколько ему лет? Такие вот темы тут на морозе случаются. В общем, мужики меня завтра позвали на рыбалку, на зимнюю. Я решил стать зимним рыбаком. Купил сегодня снастей 1000 на 5 получилось. Беллин. Жаба, конечно, меня душила, но что делать, покупать нужно. Так, что у нас тут? 2 удочки взял. Это у нас мормышница. А это вот на хищника. Так, балансиры. Что у нас тут? Вот такой вот. И набрал мормышек маленьких всяких. Кивки сейчас буду собирать. Удочки, в общем. Леску, шнур. А, вот еще. Есть же еще эти блесенки. Ну что, подготовил как смог. Так-то я ни хрена не знаю. YouTube не в помощь. Не, ну что-то там сталкивался. Все равно это надо как-то вот по науке делать. Тут я сомневаюсь, что я правильно сделал. Скорее всего, нужно вот через эту продевать. Было еще шнур. Хрен его знает. Ну, в общем, завтра еще парни подкорректируют. Мормышки посмотрел, как вяжутся. В принципе, ничего сложного. Ну вот у меня наборчик получился. Куда столько напокупал, хрен знает. Вряд ли мне это все пригодится завтра. Что-то у меня такое чувство. Да, неожиданно рыбалка отменилась. Вернее, перенеслась на следующие выходные. Ну что, неделя пролетела, сегодня суббота. Сейчас уже 2 часа дня, едем на вечернюю рыбалку. Все-таки собрались. В общем, все, едем вдвоем. Вот на такой машинке шикарной. Твоя, да? Да, моя. Надо еще прикормки взять в рыболовном. Пользуясь случаем, хочу передать привет Степану и Екатерине. Ребята молодая пара. Они ждут малыша, у них будет сын. Вы большие молодцы, что решились на этот шаг. Это очень круто. Так что, Катерина, ты большая умница. Тебе крепкого здоровья. Давай, держись там. А я знаю, как это сложно. Ну, вообще мужчина не представляет, насколько это тяжело выносить и родить ребенка. Это очень тяжелый труд. Это большой подвиг для каждой женщины. Представляете, ходить с ребенком внутри, потом еще родить. Это просто... Вот, так что, Катерина, тебе большого здоровья крепкого, чтобы все прошло удачно. И вы теперь просто обязаны вырастить настоящего мужчину, богатыря. Давайте, удачи вам, ребята. Сложновато так снимать, люди косятся, ходят. Ладно, пошли. Взяли креветок на прикормку, и я их случайно рассыпал тут. Это же креветки, да? Маленькие. Это называется бормыш. Да? Бормыш? Бормыш. Для прикормки. Так, а что это 30 километров от города, да? Это что за место, как оно называется? Называется Ермолка. Это Курья. Ермолка? Ермолка так называется. Это Лена, да, сама или как? Сама река Лена. Да, какая-то речка впадает, видимо. И зимовальная яма имеется. Прикольно, туда все ездят городские, да? Недалеко и можно порыбачить. До таких мест штук 20, наверное, около города. Да? Выбираешь, ездишь, где мало народу, туда и едешь. Главное, чтобы все не выбрали то место, где Да. мало народу. Ну и места ограничены для таких, как бы, для легковушек. Потеплело сегодня, минус 40. А, нормально, да? Вчера было минус 50. Минус 50 было? Потеплело. Так, на камеру говорю. Заезжаем на Зимник, на официальную дорогу поедем. В другую сторону? Да, в местях я еду. Мне надо было в ту сторону. Я ищу сворот туда. Нету. А мы уже и туда выезжаем, да? Найдем. А по карте там же не показывают, да, эти все Да, зимники? вот зимники показывают, только острова показывают. Вон направление в обратную сторону мы едем. За сколько здесь? 2 полосы или 3 даже, да? 3-полосная магистраль. Зимник официальная дорога. Получается со всеми знаками. Никак нам дорогу не найти. Все, нашли вроде дорогу. Наконец-то. Только пока плутаем, и солнце сядет. Блин. Как тут разъезжаться? Можно пройтись погулять.
Ну, оттуда мы приехали. Вон Якутск. Ну, вот такая вот дорога. Это уже не официальная трасса, но она... Основная трасса пошла туда, вот в Нижнем Бестях. Вон машины едут, наверное, по ней где-то. Или за нами. А мы вот едем. Это острова. Вот остров, вот. Надо будет по ним как-нибудь погулять. Который вряд ли поломается. А что, где ставим? И меньше обоссано. Для начала надо поработать лопатами. Где-то квадрат. Угу. Ты прям один можешь ее ставить, да? Ну-ка. Как она? Нормально она. В этих перчатках руки мерзнут уже жестко. А у нас нет такой штуки? Будем вручную, да? Давай, ты говоришь, что помогать, я просто отвлекаюсь на съемку. Вот эта печка у нас будет сейчас. Круто. Ножки. Хлебучок. Это такая головоломка. Ага. Каждый раз. Нормально? Глубоко. А ну, ножи сразу. Что, еще не достать? Ну, уже достал до дна. Вот так вот, да, нужно? Лопатой срезать может? Ага, кстати. Все, открываем. Наконец-то можно нормально якутский нож в руках подержать. Сколько ему лет? Лет 5, да? Слушай, такая легкая рукоять. Ну, это чисто рабочий нож. Самый настоящий. Удобно им, да, работать? А то, блин, у него форма такая, вызывающая сомнения. Вот, ну, ручки. Я привык, что они какие-то фактурные должны быть. Ну, это для... Обычно под подарки, под сувениры такие ножи делают. С эргономичной ручкой. А рабочий инструмент — это рабочий инструмент, да? Это вот Чисто. хорошая широкая ручка и острый нож, да? Заточка хорошая. Ага. Круто. Хочу себе, надо будет купить. Ну, вон они забегали. Их по чуть-чуть, по щепотке, да? Это сюда, интересно, все ринулись после видео вчерашнего? Тут всегда много тушек, но кажется, после этого видео тоже. Ну, сюда и так много приезжает, да? Да, и так много, потому что это самое доступное место в черте города. Сейчас поймаем что-нибудь. Так, первая поклевочка у нас была, да? Это хороший знак. Белые черви. Это у тебя, ну, наверное, была сорожка, да, это? А я на хищника пока буду охотиться. Окушочек. А как на блесенку вот эти окушовы ловить? Вот так вот вверх немножко, да, подергать ее? Подсекать будем. Ну, я имею в виду, как ее, ну, А. проводку делать. Ну, у меня там блесна не балансирует, сейчас блесна. Так же, да, вот ее подергивать, да? Вершик? Первая поклевка.
Есть рыба. Мужики говорят, смотрят по камере, там ершей плавает немерено, говорит, глаз полно. Ну, с ними ничего не сделаешь. Опытные рыбаки глаза выкалывают и на глаз ловят. А, да? Слышал такое, да? Не, я бы не смог это сделать. Себя надергали, глаза вытащили и на глаз ловят. И прямо так ловят, говорят. Да? На глаз ловят. Печку растопили, тепло стало, вообще кайф. Жара прям внутри, сейчас будем дошираки кушать. Мужики говорят, тоже ничего не клюет, нифига. Не то, что мы такие рыбаки, ну мы тоже рыбаки еще. Не супер профессионал, я-то вообще новичок. Так, ой. Здесь хорошо. Давненько я тебя не пробовал. Ну сейчас ершей наловим нормально. Ну пока вот таким уловом довольствуемся. Ёршиков, причем довольствуется только Вася. Мне еще ни одной поклевки не было. А у тебя пятая, да? Пятая или шестая. Ух ты. Ух ты. Опа, окушочек. Первый. Это же окушок же реально. Да. Обалдеть. Круто. Окушка поймал наконец. Клюет? Да, вообще не ходит. Ну так, не, дергает, ну ерши дергает. Ну вот у нас уже ерши, я окушка одного вытащил. Вон. Что там? О, Побаще будет. вот это уже нормально. Этого можно на блюсеньку попробовать, да? У вас газовый, да, теплообменник там получается? У нас тут мы дров подкидываем, оно... Я вижу, что... Подкинешь жарко. У нас местные ребята многие на буржуйках, но это же да, геморрой. Не, местные же, многие же на буржуйках сидят. Ну, особенно, допустим, если городские-то нет, городские-то уже немногие. Ну это же, блин, это с собой дрова вези, кончились, иди пили. А что зависит от чего? Что она клюет, не клюет? От температуры, от всего там, от давления, да? Там уже погодные факторы? Ну, вот давление, Ну вот как-то, да, мне кажется, это же влияет, блин, погодные условия. перепад температуры Да. может быть такой относительный. В сторону Нансов ездили, Орлах там, Эрбес. Опять же, еду для интереса, но хочется, чтобы хотя бы Ну, подергало. конечно, да, то просто А когда сидишь час и ничего не дергает, ну Да. тоже как бы, конечно, не очень радостно. Ну ладно, Ну мы тоже сейчас сидели, потом сейчас вроде так начало там хотя бы Ну, у нас чуть-чуть тоже- дергает нет, уже. У нас дергает маленько, но ерши там, камеру опускаем, одни ерши, там вообще глаза одни, блядь. Ага. Ну, тут надо попытаться. У меня вот постоянно такие темы на рыбалке. Но это не страшно. Ры- У меня тоже рыбак. бывает. У меня тоже бывает, но у меня здесь болтик. Авария устранена, спасибо. Ладно, ребят, привет. Ну, давайте, спасибо. да, хорошо вам отдохнуть. Приятно было Где пообщаться. там, да, взаимно, сверху. Питер от вас, Кстати, у медведя Привет передам. такие не очень хорошие для севера. да? Хочу сказать, блядь. Это вот у этой У тоже? меня- А, у ну, вас? это такие же. Это такие же, да? Вот, и потому... А что, они могут замерзнуть, да? Да, у меня на двух сторонах уже сломался. Это вы-то ездите на дня, а если на 2-3 дня поехать, двери набиваются, замки замерзают, когда 50 еще особенно. Все, и они ломаются. Вот, ну, всегда. Вот все мужики гостеприимные, рыбаки, любители пообщаться, зайти в гости, да? Два материала сшиты А, ну. таким образом. И внешне вот это, да? И внешне Ага. получается труп. Так что вот такой комплектик можно взять. Вот этот 1012, да, стоит. И печку надо с рук поискать. За 5000 можно найти. И все, кайф. Сиди, грейся, побольше только дров надо. У нас дрова кончились, так сейчас уже все будем собираться. Сколько мы поймали? 3 окушка, И куча ершей. ершей. Штук 5-6 10. ершей. Ну, нормально, мелочи потягали, посидели. Сейчас все уже не клюет. Время часов сколько? 8, да? Будем собираться и домой. Это была репетиция перед большим выездом, да, скажем так. Это у вас магазин стилевский тут есть, да? Да-да. Масло. Ой, это круто. У меня такая же штука, вообще удобная. А ты знаешь, как масло перекачивать? Мне недавно открыли. Как его вот отсюда сюда до нужной до нормы. Я раньше вот так вот переливал. Ага. Ну и оно перетекает отсюда. И сколько ты там смотришь. Оказывается, вот приоткрываешь просто и давишь на нее. Прикинь, вот сколько надо, она вот тебе тут на Я это бы тоже не самое. задумался. Элементарная тема вообще, а я, блин, мне показали тоже. Ой, стиль, как я люблю. Пилу свою там оставил. Давай, да, все. Уже холодает тут. Печка сейчас быстро остынет, да, наверное?
Похолодало, что ли? Какой? Ну как-то так, да. Мороз здесь ощутимый. Или мы там в тепле засиделись. Ух. Холодно как, ну все. Блин, руки закоченели за секунду. Что у меня с руками-то так? Двое перчаток. Все, посидели, удовольствие получили. Спустило колесо еще, блин. Сейчас будем менять. А это из мороза его спустило, да? Да, может быть. А, может пробили, да? Чтобы поддонкратить новым донкратом, надо еще приподнять машину старым. Такие вот темы тут на морозе случаются. Запаска туда спущенная оказалась. Жопа. В общем, достали из-под машины еще одну резину летнюю. Сейчас у нас будет целая операция. Это назад, а это сзади, сюда, вперед. Да, неожиданно застряли мы. Так, ну все, мы выехали с Лены. В общем, час потеряли, да, на смене колес. Неожиданно так получилось. Но в итоге все хорошо. Едем домой. Время почти 12. Да, 11:30 уже, наверное. Скоро спать. Всем спокойной ночи, всем пока. До новых встреч.